В республике достигнуты хорошие показатели по исполнению майских указов президента. Согласованная работа всех ведомств и муниципальных образований позволила справиться со всеми поставленными задачами. И более того, сегодня по многим социальным показателям Коми в лидерах не только по северо-западу, но и по стране, заявил полпред президента Владимир Булавин по итогам рабочей поездки в Коми. Татьяна Супряткина о главном. За 2 года реализация майских указов президента Коми лишь укрепила свой рейтинг. Регион одним из первых повысил уровень оплаты труда. Сегодня по доходам бюджетников республика в тройке лидеров по северо-западу. Если по некоторым направлениям, например, по зарплатам работников дошкольных учреждений мы отставали в начале года, то сейчас ситуация выровнялась. В целом темпы исполнения майских указов на территории республики, они соответствуют как целевым показателям, определенных в указе президента Российской Федерации, так и тем индикаторам, которые были установлены дорожными картами, согласованными с соответствующими федеральными министерствами и ведомствами. Значит, сегодня мы имели возможность убедиться, что, в общем-то, республика не снижает темпы в этом плане, и есть хорошие показатели как в повышении заработной платы работникам бюджетной сети, так и по всем другим указам. Самым проблемным направлением из майских указов стал так называемый 600-й указ о расселении из аварийного жилья. Регионы оказались явно не готовы к масштабному переселению. Причины у субъектов схожи. Ветхим домам больше полсотни лет, готового жилья нет. Отсюда многомиллионные расходы. А все региональные бюджеты ограничены в средствах. В итоге отставание в реализации программы. Впрочем, и в Коми эта работа медленно, но движется. До конца 2017 года планируют расселить почти 800 многоквартирных домов. И всю ответственность за это вместо муниципалов отныне на себя возьмет республика. Сегодня исполнителем по этой программе является каждый муниципалитет в отдельности. Вот его специалисты проводят работу по выбору участка земли, по проектированию, по организации конкурсов на определение подрядчика и так далее и тому подобное. В связи с тем, что действительно зачастую специалистов муниципалитетов необходимого уровня нет, эта работа либо затягивается, либо приводит к тому, что бесконечно приходится повторять там и конкурсы, и еще что-то. Более эффективно, на мой взгляд, и самое главное, этого просто обстановка требует, взять эту функцию централизованно на Министерство архитектуры и строительства. У нас есть, вы знаете, единый государственный заказчик по государственным объектам, который, собственно, по передаче полномочий от муниципалитетов мог бы взять на себя такие функции. На ликвидацию очереди переселенцев из ветхого и аварийного жилья регион потратит более 5 миллиардов рублей. Это общие средства из республиканской казны и фонда содействия реформированию ЖКХ. На реализацию майских указов президента только на 2015 год запланировано 23 миллиарда рублей. И это треть республиканского бюджета. И, как заверяют региональные власти, ни одна статья расходов пересматриваться не будет. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.